«Свобода Апсны – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Ардзинба. И действительно, его судьба распорядилась так, что эта фраза стала пророческой. В самое тяжелое время Ардзинба стал вдохновителем для всего абхазского народа. Следуя его зову, люди обретали смелость, шли вперед и прорывали осаду, сантиметр за сантиметром освобождая родину от оккупантов во время Отечественной войны народа Абхазии. «4 марта 2010 года жителей Абхазии постигла печальная весть о смерти Владислава Ардзинба, которая молниеносно распространилась по всем районам республики. Тогда казалось, что остановилось время, и страна словно оцепенела в безмолвии. С того дня минуло ровно 10 лет, но годы лишь подчеркивают значимость утраты. Сотни людей ежегодно в день смерти своего лидера считают долгом почтить его память у мемориала в Ишере. Владислав поднимал дух наших детей во время войны. Если бы не он, победы не было бы. Со слезами на глазах говорят о нем матери погибших абхазских бойцов. Он на всю жизнь, пока Абхазия существует, он является сыном этой Абхазии. Никогда мы матеря погибшим никогда не забудем. Все Абхазия никогда его не забудут. Ребята, которые воевали, они очень уважали. Когда приходили с части, говорили только ради него, ради его духа. Поддержку ему давали, поднимали его дух, и также их дух он поднимал. На протяжении всех 10 лет к мемориалу памяти в Ишере не зарастает народная тропа. Это говорит о том, что люди осознают роль первого президента и дают оценку тем усилиям, которые были проделаны Ардзинба для свободной жизни будущих поколений нашей страны. Мемориал находится, вы видите, по реке Гумиста, в том месте, где шли, наверное, одни из самых ожесточенных боев, где была линия фронта, за которую наш враг в итоге не смог перейти и не смог нас поработить, и не смог захватить наше государство. Еще отрадно отметить, что каждый год это место посещают молодые люди. Вот буквально сейчас, поднимаясь сюда, за нами шли сотни школьников, я думаю, которые пусть в силу возраста не могли знать, безусловно, или видеть ту работу, которую проводил Владислав Григорьевич. Но я абсолютно убежден, что мы, как старшее поколение, и наши старшие, безусловно, передадут им все те чувства, всю ту правду, которую должны знать будущие поколения. Особое место в рядах школьников занимают те ребята, которые учатся в заведении, названном в честь Владислава Ардзинба. Владислав Григорьевич Ардзинба, несомненно, останется в истории Абхазии как лидер, сплотивший нас всех за одну идею. Воплотить одну абхазскую мечту, несомненно, он это и сделал. Его можно сравнить с абхазскими царями, таким как Леон, первым объединителем Абхазии, так как он, несомненно, не считая того, что у нас уже идет новая эпоха, но он все равно сплотил нас всех, сплотил наш народ в объединении одной цели – это свободная Абхазия, не зависящий ни от кого и ни от чего. И он, несомненно, это сделал. И мы, как молодое поколение, должны это знать, чтить его память. Это самое меньшее, что мы можем сделать – прийти и поклониться над его могилой. Владислав Ардзинба навсегда запомнится народу Абхазии как мудрый и справедливый политик. Заветы, данные им в самое тяжелое время, остаются актуальными и сегодня. Амелия Бисмарк, Инна Лагухава, Абхазское телевидение.